Отмечаем. Для нас карандаш это линейка, ребята. Поэтому обязательно, если у нас картинка, сегодня вот ярмарку будем рисовать, да? И по этой картинке я буду мерить высоту. Сперва, ребята, смотрим всегда на высоту и на ширину, то есть на большие части, да? То есть от общего к частному, да? То есть вот все общее смотрим, можем просто отметить треугольник примерно, трапецию и начать с этого. Здесь у меня примерная высота. Если у вас карандаш слишком короткий, берите кисть подлиннее. Ну, конечно, можно и линейку использовать, но мы как бы лучше пользоваться карандашом и все это делать на глаз. Так, у нас примерно вот такая высота будет. И ширина. Формат у меня А4. У вас может быть больше или меньше. Если тут смотреть голова у нас, здесь в половиной раз больше, да? А здесь у нас, если по высоте головы смотреть, то вот это половина, полтора будет где-то. А вот с этой стороны снизу, да, самая широкая часть здесь у нас, если посмотреть, примерно, да, где-то чуть больше половины. То есть полтора будет где-то, даже больше. И здесь мы отмечаем тоже на глаз. Вообще вначале лучше хорошо так просто отметить, да, где у нас будет. Здесь получается мы шубу сперва рисуем, примерно отмечаем. На глаз все это делается. Где-то здесь у нас талия будет. Здесь юбка. Снизу перпетивно отмечаем. Все делаем на глаз очень быстро. Длина руки у нас примерно вот столько будет. Это вот столько. Угу. Половина этого будет. Вот. Здесь тоже быстренько на глаз отметили. Здесь у нас будут идти волосы. Очень красивые, толстые косы. Здесь у нас плечо будет. Это у нас соболиный мех, кажется. Мы рисуем Ярмарку. Это девушка очень красивая. Она одета в очень дорогую шубу, то есть очень тепло одета, в мех. Мех ее защищает от злых духов. Здесь у нас тоже. Все это мы примерно. Пожалуйста, можно или YouTube кадрок? Ага. Давайте вот так, если я поставлю, видно, да? Рисунок отправили в чат. Посмотрите, пожалуйста. Талия будет у нас чуть выше, да? Так, извините. Кошка зашла. Сейчас уберу.
чате я не могу ничего увидеть. Нету там рисунка. Так, повторите вопрос, пожалуйста. А, рисунка в чате не видно. Не видно, да? А если я вот так поставлю рядышком, вам видно? А можно видно. поставить перпендикулярно, мы сфотографируем для себя. Ну, чтобы вот так на весь экран было, да. Так видно? Да, видно. Сейчас Вот попробую. так, мы сейчас фотоем, снимок экрана сделаем. Хорошо. Спасибо большое. Мгм. Так лучше, ага. Мгм. Все? Все, Хорошо. сфотографировали. Так. Смотрите, ребята, у вас сперва высоту берете отсюда, можете до сюда или это не за шубу можете взять. И обязательно смотрите высоту и ширину, смотрим, сколько раз там. Ну, тут где-то 1,5 будет. Вот до сюда 1,5 будет, если вот снизу мерить. Вот, и ширину тоже можете посмотреть, где-то примерно так же будет. Если вот эти руки посчитать, если не считать, можно посмотреть талию, да? Это примерно вот эта высота будет талии, потому что она в шубе. Так, и здесь можете посмотреть, сколько раз, да? Если от шеи смотреть до шапки, да, можно посмотреть, что это 3 раза будет. И добавить стопы, да? Так, здесь у нас тоже. Это тоже на глаз. Будем рисовать. И высоту. Вот здесь тоже можно посмотреть. Это где-то ширина плеч будет, высота. Да. Так, здесь мы добавляем ножки, стопы. Каждый раз мы подправляем и уточняем. Примерно отметили, где глаза у нас, брови, носик и губы, да? Вот. Вот эти мелкие части можно так быстренько зарисовать. Можете украшение по-своему сделать. Не обязательно копию. У меня здесь круг будет. Очень красивые ковры у меня висят, чапрак, кажется, да? Все из шерсти.
Снизу чуть-чуть закругляйте, ребята. Можно, конечно, подлиннее сделать. Я чуть-чуть подлиннее сделаю. Мгм. Сделали набросок, для себя отметили. Так, тут у нас волосы. Конечно, можно пририсовать чуть-чуть. Здесь можно узор сделать. Такой красивый узор, какой-нибудь цветочный. Линки бигер можно сделать чуть длиннее. Не обязательно здесь. Немножко вот так смотрим. Сужается, да? Главное не бояться. Потом, если у вас что-то не получается, можете ластиком стереть, убрать, либо наоборот. Не обязательно стирать, можно поверх отправлять. У нас медный набросок получился. Так, кто закончил набросок, начинаем. У кого акварель, у кого гуашь. Сейчас у меня гуашь и вода. Обязательно подготовьте воду. Ваши кисти. Не обязательно синтетика, может это быть мамочки. Это может быть синтетика, белка, пони. Ну, для акварели лучше, конечно, белочка. Здесь у нас у меня тут и синтетика есть, но это не белочка. В акварели, ребята, начинайте с самого светлого оттенка. Это получается, можете даже не светлого, а с освещенного места. Это означает частью, вот здесь свет падает, это лицо, это вот линка бигер и вот одежда, да, вот эта часть, она более светленная. Вот эта сторона, то, что в тени, пока мы не трогаем, это, собственно, тень у нас будет. Все, что светло, сперва начинаем акварелью, а потом только начинаем темнить. Для того, чтобы именно работать акварелью, можно, конечно, так делать. Берете воду, и в этой области у нас немножко желтого цвета берем, и туда немножко добавляем красного. Немножко смешали, это у вас должна быть обязательно крайняя палитра, либо это пластик, да? Там берете, смешиваете краски, именно немножко больше желтого, чуть-чуть красного, да? Сильно густо не берем. Разбавляем водой и начинаем здесь лессировочно рисовать, да, тоненькими. То есть очень прозрачно пишем. Лишнюю воду можно убрать другой кистью. Обязательно выжимайте, если хотите убирать, лишнюю воду, да. Бумага у вас должна быть именно плотная для акварели. Для гуаши тоже такая бумага подойдет. Для новичков это 300 грамм. Вот. И, конечно же, ребята, конечно, профессионалы любят бумагу плотную, да, где-то 600 граммовка, именно льняное, да. У нас, допустим, сейчас у меня хлопок идет.
хлопок, конечно, очень быстро превращается в комочки. И можно секундочку, я сейчас подойду. Извините. Так, у кого акварель начинается с освещенного места, да, то есть самое светлое, и затем уже затемняется. Дистировочно это означает послойная живопись. То есть несколько раз вы сделали первый слой высыхает, и еще второй слой, так можно затемнять каждым разом, да. У кого гуашь, ребята, конечно, воду не сильно много берем, у нас немножко погуще будет, и белила будем использовать, да. Белый цвет берем, туда мы добавляем желтый, немножко слегка, чуть-чуть красного добавляем, потому что если у вас сильно краснеет, то добавляйте больше желтого и опять же больше белил. И так мы получаем телесный светлый. Цвет сами выбирайте. Если хотите сделать голубой цвет, да, берите именно такой. Можете, конечно, сделать и как на фотографии, а можете сами придумать. Если у кого кисть плоская, то вам очень удобно будет именно вот эти детали рисовать. Ну, конечно, круглой кистью тоже хорошо. Если у вас формат поменьше размера, то, конечно, как сказать, вот эти тоненькие кисти, они подходят для уточнения. А вот такие плоские, большие кисти, они подходят для подмалевка, да? Вот, допустим, вот тоненькая кисть, вот этой кистью можно очень тонко рисовать. Ну, конечно, если у кого-то только тонкие кисти есть, то ничего страшного. Можете несколько мазочков сделать, вот такие тоненькие, да? Вот. Чем больше у вас формат холста, тем у вас кисть побольше должна быть. А если у вас формат маленький, ребята, то кисти, конечно, тоненькие и плоские, конечно, размером поменьше, да? Вот это у меня, по-моему, 4 или 5. Для 4 очень хорошо подходит. Вот. Здесь еще, ребята, если присмотреться к картинке, да, можно увидеть немножко рефлексы. Это у нас отражение ближних деталей. Ну, допустим, если вы находитесь в красной комнате, либо или стены у нас синие, да, допустим, вот, тогда отражение пойдет на лицо, на одежду, вот, взаимодействие цветов, да, то есть получается, если фон у нас синий и стоит яблоко, да, допустим, ну, такого цвета, конечно, будет всегда взаимодействовать и будет отражаться. Вот, это нужно обязательно показывать. Вот. Здесь у нас много зеленого, много красных оттенков.
Вот, даже у нее, кажется, немножко где-то краснит в одежде, да? Потому что у нас стены более такие красновато-коричневые. Обязательно, если у вас гуашь, можете, конечно, густо писать, но сильно густо не советую. Кисть можете держать как угодно. Здесь я тоже прорисовала. Потом буду добавлять тени. Сразу же, если я такой цвет взяла, добавляю краснинку, чтобы сделать щечки красными. Другой немножко белила взяла, добавила в телесный. Немножко в кисточке был розовый, и у нас получился такой светло-телесный. Все время смешиваем цвета. Добавляем сюда. Я лицо полностью прорисовала, потом уже буду уточнять. Где-то немножко еще краснинок добавила, где у нас щечки. Чуть-чуть на лбу где-то добавим, да? Подбородок немножко красненький. Где-то можно носик красненький сделать. Сразу же ручки прорисовываю. Где у нас краснеет, сразу красным добавляю. Где у нас светлеет, где-то немножко такой телесный, да, то я беру телесный. Стараемся одним цветом не рисовать. Так, можно сразу переходить к зеленому, да. Здесь немножко зеленый более голубит, да. Если присмотреться, возможно, даже голубой более белый цвет, да? Но у нас здесь много рефлексов. Можно туда немножко добавить такой зеленый. В этот цвет для нас бежевый будет. Сюда же я добавляю больше белил. У меня такой зеленовато-серый получается. Зеленовато-серым я сюда бросаю местами. Я немножко делаю рефлексы. Даже вот этот зеленый телесный, да, немножко здесь, если оказывается, да, уже начинаю добавлять, разбавлять цвет. Тут немножко можно добавить теневые, да. Но тени у нас, конечно, темнее будут, да, собственно, тень. Я немножко делаю переходы. То есть тут, конечно, еще теневая будет. У нас идет как бы полутона немножко. Где-то еще можно немножко сюда добавить, да, где у нас бежевый. Ага. Здесь можно посмотреть, от одежды немножко отражается бежевый цвет. Можно немножко бежевый взять и сюда немножко добавить, и сюда добавить. Еще немножко здесь переход будет бежевый. Да, и немножко здесь я забыла добавить. Смело можно. Где-то больше желтик, да? Обязательно нужно почистить. То есть промыть кисть, убрать лишнюю краску и более чистым цветом уже начинаем. Вы можете немножко поменять, можете не зеленым взять, а немножко добавить такие ультрамариновые оттенки. Но я здесь сюда добавила зеленый.
такой светло-малахитовый зеленый у меня получился. Немножко голубенький отдаю. И сюда же добавляю. Немножко гуще добавляю. Не полностью, местами. Вот эта часть немножко темнее будет. Это у нас чистый цвет такой. Именно освещенные места я чистым цветом делаю. Здесь у меня немножко зеленый с белым. У кого акварель, ребята, просто зеленый берите, побольше воды добавляйте и тоненько пройдитесь, только белила не добавляйте. Потому что у нас фон сам белый, и за счет этого у нас получается светлый. Здесь тоже добавляем такой цвет. Здесь у нас тоже немножко есть такой малахитовый зеленый. Конечно, можно гуаши из темных частей начать рисовать. Можно и со светлых. Здесь смотрим вот эта часть. Здесь больше травяной зеленый, да, светлый. А здесь такой темный травяной. Значит, я другой зеленый беру. У вас может быть, конечно, меньше цветов. Вот. Берете самый темный зеленый. Вот этот зеленый у меня более холодный, более такой, как цвет зеленки, либо кобальтовый. Вот таким цветом я делала именно вот эту часть, осветленную с белилами. И у меня получился такой малахитовый светлый. Вот. Если у вас нет травяного цвета, берем желтый и синий. Это у нас ультрамарин и желтый кадмий средний или светлый, да? Здесь мы добавляем, давайте попробуем именно этим цветом сделать. Здесь берем желтый, туда немножко зеленый добавляем и смотрим. Цвет очень подходит, получается, именно таким цветом я буду рисовать. Это у нас светлый травяной получился. Если мы добавим именно другой зеленый, то у нас получится немножко другой. Давайте проверим. Ага. Здесь у нас получился такой цвет, сильно яркий. Вот, смотрите. Можно и тем цветом нарисовать, да? Здесь получается более яркий зеленый, а тут притушенный зеленый. Можно и тем цветом сделать. Если в этот зеленый добавить немножко белил, то получим такой салатовый зеленый цвет, очень яркий. Немножко белесый, да? Тем больше белил добавляем, тем у нас белесый зеленый получается. И этот цвет мы будем использовать именно в самой светлой части. Вот здесь. Немножко здесь.
Это у нас свет падает. Потом будем делать полтона, тени. Опять же полтона, свет и рефлекс. Тут тоже немножко добавляем. Это немножко здесь. Ну, конечно, здесь сильно света не будет. Я уже беру такой осветленный зеленый, но без пыли. Уже делаю переходы. Чтобы смягчить переходы, ребята, можно с чистой кистью немножко с водой переходы делать, размягчать. Здесь тоже немножко темнеет. Это у нас полтона, ребят. Это немножко добавим. Смотрите, если мы видим такой цвет, где-то еще есть, мы можем добавить. Где-то здесь есть у нас, да? Тут можете добавить. Тут тоже ковры лежат. Конечно, сзади зеленый у нас немножко притушенный, да? Так. Угу. Можем попробовать этот зеленый добавить сюда. Наш телесный. Этот цвет у нас будет где-то здесь. Может, немножко сюда добавить зелененький. У нас рефлекс может быть тени. Здесь тоже немножко есть цвет. Вот тут. Здесь немножко рефлексы идут. Немножко зеленее сделать. Этими местами здесь зеленее. Здесь можно чуть-чуть еще добавить. Это немножко зеленее. Извините. Здесь тоже немножко трудного бежевого добавим. Это немножко сыпкая здесь будет. Вот этот рефлекс я чуть-чуть притушила, да? Немножко добавила зеленого. Это местами здесь. Этот цвет немножко я еще зеленого добавлю, яркого, да, голубого. И здесь рефлекс добавлю. Можно немножко синего добавить. Потому что у нас лента синего цвета голубого, да? Здесь отражение идет. Немножко еще поярче синего добавить. Можно немножко тот же синий использовать для ленты. Но это уточнение, можно даже пока не трогать.
Также этот цвет присутствует, где у нас косы, да? Давайте начнем тень начнем делать. Я в зеленый, тот же цвет добавила немножко коричневого, да? Немного черного добавила. Либо можете синий немножко сюда добавить, да? Ваш зеленый. Сюда теневые сделать. Если у вас ошибочка вышла, да? Берем кисть немножко с водой и убираем вот эту лишнюю краску. Я немножко смягчила переходы, да? Взяла воду. Вот эти переходы смягчила слегка. Здесь уже я больше воды добавляю, чтобы не сильно оттемнить. Этот цвет такой темно-зеленый, не черный. Если где-то не хватает, я добавляю. Здесь у нас талия. Делаем темнее. Здесь тоже теневая будет. Немножко добавила зеленого. Вот сделала. И немножко тут переход сделала. Немножко смешанный зеленый, светленый взяла. И здесь провожу линии. Немножко затемняю. Плоской кистью очень легко делать такие аккуратные полоски. Можно еще слегка добавить. Немножко можно чуть-чуть слегка сделать, не сильно.
Здесь тоже темно-зеленый. Я использую для теней. Вот эту часть тоже. У меня кисть более сухая, да? Лишнюю воду я чуть-чуть убрала. И можно немножко как шерсть показать, еле касаясь, тоненько, когда у вас. И можно немножко так распушить кисть, принажать, и еле касаясь, делать такие тоненькие линии. Тогда у нас получается эти имитации шерсти. Если где-то темноты не хватает, добавляем. Если хотим такие переходы сделать, то добавьте немножко воды в этот же цвет. У кого акварель, массировочно начинаете темнеть. То есть получается немножко больше красок берите и начинаете затемнять. Старайтесь более плотную бумагу брать, потому что если сильно тоненькая бумага не так, если много воды используется, то в катышки превращаются. Узор можно потом сделать. Я закрываю. У кого акварель, можно наоборот, вот самое светлое сделать сперва узором, а потом только затемнять. Потому что если вы закроете, начнете затемнять, вам сложно будет осветлить. Тоже переход делаем. Уже, если пока не высохло, можете просто немножко с водой пройтись, да, и сделать легкие переходы. Угу. Здесь используем темный. Ага. Вот эта часть немножко голубит, да, с этой стороны. Я беру другой зеленый, который более холоднее, более зеленый, в сторону синего. Таким зеленым я добавлю немножко сюда. Обязательно в картине нужно делать и холодные оттенки, и теплые. Да? То есть обязательно присутствует. Если я сильно такой цвет взяла яркий, да, я буду немножко
смягчать. Так, здесь у нас вот так я смягчаю. Просто чистую кисть беру с водой, да? Воды не так много. И убираю лишнюю краску. Так тоже в акварели можно делать. Вот. Мы убрали лишний яркий цвет. И опять же я зеленовато темно-коричневый беру. Цвет, который я сделала до этого. Начинаю тоже тени делать. То же самое здесь использую лишнюю воду, чтобы смягчить. Выжимаю кисть и убираю здесь воду, которую я только что добавила. Мне хочется еще затемнить. Если темноты не хватает, еще затемняю. Этот бежевый, переход бежевым сделала к зеленому. Дорогие участники, если есть вопросы, обязательно пишите. Не стесняемся вопросы задавать. Конечно, обязательно нужно либо бумагу лишнюю брать, именно для акварели, да? Вот, допустим, в акварели обязательно с собой держите лишнюю бумагу. Это может быть у нас обычная А4 снежинка. Именно там вторая палитра у вас будет. Именно там смотрим цвет. Допустим, представьте, что у меня здесь акварель, да? Вот я взяла, так, разбавила, побольше воды добавила в акварель, да? И начинаю проверять цвет. Тем больше красок в акварели мы возьмем, тем у нас ярче будет, да? Если мы сюда воду добавим, то у нас, видите, очень светлый получается. Вот. В акварели хорошо дозировочно работает, делать градиенты. Видите, у меня бумага не такая плотная, именно в катышке превращается, бумага для черчения. Это не очень подходит именно для акварели. Для акварели, ребята, старайтесь брать льняные с хлопком, есть такие плотные именно для акварели бумаги. Бывает не белого цвета, а темные, да? Ну, не такие темные, конечно, а такого желтого оттенка может быть. Вот такие бумаги очень хорошие. Как холст может быть именно по фактуре, да? Вот такие именно бумаги очень хорошо использовать, они очень плотные, 600 грамм есть. Или просто есть холст именно для акварели. Натянутый холст, и получается при высыхании у вас картина сглаживается.
Также можно, конечно, если у вас, вот смотрите, немножко у меня тоже волнообразно идет. Есть такой метод, берете малярный скотч, прикрепляете к планшету, закрепляем малярным скотчем со всех сторон. И когда у вас немножко именно акварели, много воды, используем бумагу, у нас теряет форму, но при высыхании, именно если мы закрепили малярным скотчем, у нас сглаживается. Так что именно использовать малярный скотч или натягивать бумагу очень хорошо. При высыхании получите очень сглаженный рисунок. Вот. А если у вас просто акварельная бумага лежит, и вы на ней рисуете, у вас, конечно, пойдет волнообразно. И при высыхании это останется. Так. Здесь у нас более много таких сиреневых оттенков. Если у вас вода такого цвета, зеленого, да, лучше поменяйте. Я сейчас пойду воду меняю, вы тоже можете поменять. Потому что если мы сейчас будем именно делать сиреневые цвета, немножко может быть грязно. Это поменяем. Можете также кистью помыть. Так, кистью.
Так, умыли кисти. Так, звук отключим. Бывает такое, что очень много пользуемся, и у нас выпадает. Конечно, можно тупее. Так, сиреневый цвет, ребята, как делаем? С прошлых уроков, наверное, помните. Это у нас белила. Белила мы немножко синий добавляем. Получаем такой цвет. Туда немножко можно красный добавить. Но в идеале хорошо красный прокладка. И таким образом у нас получается сиреневый такой цвет. Ребята, вам видно палитра? Вот это у нас сиреневый. Немножко как фиолетовый, да? Если больше белил добавить, то светлее будет. То в сторону можно, если много синего добавить, конечно, в сторону синего будет. Если красного, то более краснеть будет. Конечно, мы здесь добавили больше белого и немножко добавили синего и красного. И получили такой сиреневый. Сиреневый цвет, если вы заметите, зимой в снегу есть, да? А также есть в этом именно теневые. Если мы выйдем на улицу и увидим, присмотримся, и снег у нас не чистый белый, да? А есть там такие цвета, как сиреневые, да? Можно много оттенков увидеть сиреневого. И слегка вот, где вот эти теневые, мы начинаем добавлять сиреневый. Кисть потоньше, ребята, видите. Снизу у нас будет сиреневый. Местами можно чуть-чуть голубой добавить. Или просто синий с белилами. Делаем такие полоски. Это у нас металл. Здесь у нас получается с правой, с нижней стороны тени. Здесь больше рисовательно получается, да? Ребята, в комментарии напишите, пожалуйста, на следующем уроке что хотите изучить? Маслом писать, либо скульптурная живопись хотите, или можно не кистью, а мастихинами делать, именно маслом. Какую технику хотите видеть? Например, как фон рисовать. Мы вот сейчас больше на это обращаем внимание, да? Ага. Детали. Сейчас, если мы фон делаем, ребята, у нас здесь много коричневых, красных оттенков, да? Можете подготовить такие цвета, как красный, желтый, коричневый. Если у вас есть такие цвета, как сиена, жженая,
Это получается ну, не больше красно-коричневый. Конечно, можно еще такие цвета, как карплак красный, это темный бордовый цвет. Вот эти цвета можете использовать, если у вас этих цветов нет, то достаточно будет даже использовать синий, чтобы сделать коричневый цвет с красным. А если у вас есть коричневые цвета, можете синий не использовать. Но здесь у нас много бордовых цветов, таких как оранжевые, да? Желтые есть у нас. Немножко зеленее, значит, мы все равно можем синий использовать, потому что у нас там много разных оттенков есть. В нашу палитру берем желтый, туда добавляем красный. Это переходы делаем. Сперва у нас желтый цвет, и потом у нас оранжевый получается. С красным добавляем желтый, и получаем такой оранжевый цвет. Далее берем немного красного. Здесь получается у нас больше красного, да? Такой яркий цвет у нас получился. А дальше уже можем либо в красный добавить коричневый. Давайте добавим. В этот красный добавляем коричневый. И такой сине-желтый получаем. Этот цвет же находится вот здесь. Вот этот цвет. Да, почти одинаковый. Даже если сюда чуть-чуть красненькую добавим, вот, у нас сине-желтый получилось. Можем дальше пойти. Можем просто коричневый положить. Или попробовать бордовый. Да, у меня это карплак красный. Вот такой темно-ярко-красный. Можно также попробовать в эти цвета добавить синий. Можем взять этот бордовый и сюда добавить синего. Тоже у нас коричневый получается, с краснинкой, более темный, да? Тем больше добавляем синего, у нас темнее коричневый становится. Смотрите. Это умбра жженая у нас. Еще добавим синего. Вот. Либо умбра жженая, либо умбра ленинградская у нас получается. Вот. Тем больше синего, тем у нас темнее получается. И у нас в кисточке такой темный умбра цвет. Немножко я разбавила водой. Начинаем затемнять. У кого акварель, ребята, с самого светлого начинаем. Здесь у нас больше как огонь, как желтые цвета, да? Сперва ложите эти цвета. У кого гуашь, конечно, сильно темнить тоже как бы не стоит. Там можем попробовать. Там, где совсем темно, можем слегка добавить. Но я бы тоже начала бы с самых светлых. Это желтые, да? Чтобы потом с грязь не уйти. Здесь как именно можно желтого, конечно, побольше добавить, а потом уже разбавить. Здесь немножко есть такие цвета, как телесные. Телесные, вы помните, как мы делали? Белила добавляли, и белила немножко добавляли красненький желтый, да? И получали такой телесный цвет. Здесь много таких телесных оттенков будет. Прямо пятнами рисуем, ребята. Здесь набросали. Какой цвет увидели, так и набросали. Положили эти цвета. И теперь уже начинаем добавлять оранжевый. Если у вас подсыхают краски, добавляем немножко воды. И здесь краснинку добавили. Здесь добавили.
Немножко у нас краски смешиваются. У нас, ребята, палитра не только в палитре, да, у нас и на картине, и в кисточке. Поэтому везде у нас всегда смешиваются. Здесь немножко тоже добавляем оранжевый. Это у нас оранжевый цвет, ребята. Чтобы немножко такой, не только оранжевый сделать, да, можно еще просто в желтый добавить немножко оранжевого. И мы получаем такой цвет, как кадмий желтый средний. Это более чуть темный желтый, ближе к оранжевому. Тем больше цветов добавите, тем у вас интереснее картина будет. Здесь начинаем затемнять вот эту сторону. Так. Я беру немножко. Так. Так, я не знаю, как включать iPhone. Здесь я беру красный цвет. Красный я добавляю сюда. Заметили переходы у нас, да? Немножко где-то зеленит, ребята. Значит, мы берем тот же зеленый, что в палитре есть, да? У меня в кисточке красный цвет, и когда смешиваю, немножко такой сложный оранжевый получается, немножко зелененький, да? Зеленый. И этот цвет я немножко здесь добавляю. Конечно, больше надо разбавить, чтобы слегка тоненько положить. Теперь цвет я совсем тоненько ложу. Немножко зеленовато, темно-оранжевый с коричневым весной. Где-то немножко хочется темноты добавить. Я добавила в этот цвет темный коричневый умбру, да? И начинаю здесь затемнять. Здесь с этой стороны у нас более бордовые оттенки. Ребята, если у вас не синтетика, а кисточка белка, то есть здесь кисть не оставляйте, потому что форму поменяем. Кисть. По идее, любой кисть нельзя оставлять. Нужно вытащить обязательно. С этой стороны я взяла бордовый. Хочется немножко бордового добавить. С этой стороны много бордового оттенка.
Это здесь немножко портовый будет. Немножко с этой стороны портовый. Немножко делайте не такие чистые цвета, ребят. Добавляйте еще сложные, да? Можете еще добавить зеленого, да? Здесь тоже будут такие брашеный цвет. Также я опять же перейду к оранжевому цвету, темному, и сделаю переходы. Все время краска смешивается, где-то начинает темнеть. Здесь я чистые цвета не использую, всегда смешиваю. Также снизу ковер, да? Здесь где-то такие же цвета бортовые видели, начинаем добавлять. Стараемся и коричневый добавить, и бортовый, и цвет умбра, да? Умбра я использую более в теневые, да? Это у нас падающая тень. Шерсть хорошо делать сухой кистью. Около акварели берете краску и лишнюю воду убираете. И немножко надо распушить кисть. Принажать вот так, когда у вас немножко в сторону уйдет. И уже, или касаясь, можно делать шерсть. Это будет уточнение. Здесь немножко уже коричневые цвета, яркие цвета, да? Так. Если у вас палитра превращается в один цвет, можно сюда, именно в оранжевый, добавить больше желтого и получить такую натуральную сиену. Такой светлый коричневый. И этот цвет у нас будет местами. Вот тут. Можно где слегка светлее добавить. Немножко в этот цвет тоже, опять же, в зеленый идет. Я получаю такой грязный коричневый светлый. И хочу сюда добавить. Здесь еще можно делать красненькую.
бордовый, да? Потому что у нас сильно идет цвет умбры. Примерно так. В этой области, где у нас дерево, здесь много фиолетовых оттенков, да? Немножко есть синие оттенки, сиреневые, да? А также присутствует вот здесь, да, умбра жженая. Сперва можете в один цвет закрасить, немножко такой сиреневато-фиолетовый, вот здесь, да, одним цветом закрасить, и можете туда умбру жженую добавить и сделать фактуру дерева. То есть получается, как мы делаем фактуру дерева, да? Вот таким образом. Конечно, немножко больше воды добавляете. Здесь получается вот такими линиями мы делаем фактуру дерева. Да? Вот здесь у нас дерево такое будет, а с этой стороны у нас вот такие линии делаем. Тоже немножко где-то моток может быть. Вот такие делаем полоски. Вот. И с той стороны то же самое. Так. Лучше, да, лучше все там сперва закрасить. Тоже добавляем синий с фиолетовым. Этот цвет немножко воды добавили. Вот подходящий цвет у нас получился. Быстренько избавились от белого цвета. Я в тот же ультрамарин добавила немножко синий, в кисточке у меня был коричневый. Такой сложный цвет. Можно чуть-чуть выше сделать. И с этой стороны. Если у вас немножко где-то смешиваются цвета, ничего страшного. Можно просто водой убрать и кисть выжать и убрать эту воду. Сейчас я беру цвет умбра, который мы делали до этого. Конечно, легче всего можно немножко черный цвет добавить, коричневый, да, и получить похожий темный коричневый. Или можно синий поработать. Здесь вот эту часть я фактуру делаю. Моток или как называется, да? Закругляю. С этой стороны в длину делаю. Это можно еще моток добавить. И здесь у нас произвольные линии. Угу. Здесь тоже такие малахитовые цвета, цветные, да? Их добавляем сюда. Тоже зеленый с белым. Как мы делали вот эту часть, да? Если у вас, конечно,
чистые цвета уже не получится, если у вас уже вода темная стала. Нужно менять воду. Мгм. Или можете дальше продолжить вот эти оранжевые, сине-жженые цвета добавлять. Это они есть. Добавляем. Где-то немножко оранжевее. Такой темный. Сине натуральное получилось. Даже это не оранжевый. Я добавлю. Ребята, какой цвет у вас получился, старайтесь этот цвет добавлять, где вы видите. Можете посмотреть, как получается. Вот, здесь очень много оттенков я добавила. Вот видите, здесь немножко зеленый есть, да? Желтый, немножко оранжевый. Это желтый на самом деле, не оранжевый. Этот цвет у нас кадмий желтый средний. Возможно, немножко темный даже, да? А вот этот самый желтый, видите, яркий такой. А это уже немножко где-то оранжевит. Здесь тоже такой цвет телесный находится, да? Вот у нас такой голубоватый зеленый получился, да? Малахитовый, такой светлый с этим желтым. Здесь еще можно посмотреть, вот умбра идет, самая темная часть. Вот эта сторона у нас более сиреневая. Но сюда можете еще добавить немножко синего, да? Вот это у нас тень, полутона есть, тон. И вот этот яркий зеленый, это у нас более чистый цвет, да? Это желто-зеленый. Вот, это сиреневый на цвета. Сюда можно чуть-чуть краснинку добавить. Вот, здесь много бордовых цветов, да? Сине-жженые, немножко коричневее, темнеет. Конечно, ваша задача быстрее избавиться от белого цвета, который нам мешает нашему глазу, и вы не видите, да? Что может так получиться, что у вас где-то сильно не темный цвет будет, да, то есть тональности не будет хватать. Поэтому старайтесь быстрее избавляться от белого. Но светлые, такие как желтый, надо сразу добавлять. Особенно кто акварелью рисует, потому что на темном яркий желтый положить будет очень сложно. Именно в акварели вообще это невозможно. Потом акварель не прощает ошибки. Ну, конечно, можно ошибки убирать, но лучше заранее такого не допустить. Гуашь это у нас на самом деле тот же акварель, просто с колевой основой. Мы здесь, получается, немного гуще пишем. Также можем писать акварельно, то есть больше воды использовать. Можем, конечно, густо писать. Да? Здесь у нас, получается, нету никаких уточнений. Здесь у нас более подмалевок, такой грубый идет, да. Конечно, на этапе подмалевку можно оставить. Но если вы будете добавлять уточнения, это именно какие-то детали прорисовывать, шерсть прорисовывать, да. А вот эти волоски, тогда у вас более такой ближняя часть будет четче, да, будет задняя часть уходить вдаль. То есть более мутнее станет, такие сильные границы не будет, а фокусировка будет именно на нее.
Потом старайтесь заднюю часть делать нечетко. Вот эти границы можно где-то сделать водой, пройтись и смягчить, да, чтобы сделать нечеткие границы. А вот эта самая ближняя часть у нас, это вот юбочка, да, вот это может быть самой четкой частью, да. Ну, конечно, лицо тоже надо чуть-чуть рисовать, линкобихер, руки. Вот эти части должны быть более четкими, да. Тогда у нас более объемная картина получится. Вот. Конечно, вот эту часть тоже сильно четко не надо дерево рисовать, да. Вот. Дорогие участники, если вы устали, если у вас глаза устают, то можете походить, отдохнуть. 5 минут можете отдохнуть и продолжить. Давайте немножко перерыв сделаем. Да. Можно еще, я не знаю, такие картины, конечно, можно добавить именно пастельные краски или в этот акриловые картины тоже можно пастелью или восковыми поверх рисовать. Восковые, да, сильно не рисуются. Вот масляная пастель хорошо прорисовывает именно по акварели, по гуаши, по акрилу. Вот. Так. У меня это акрил только есть, поэтому я пока нарисовала так, как сама, ну-ка, умею. А потом я попробую вот по вашему методу. Хорошо, молодцы. Акрилом рисовать тоже хорошо. Мгм. В акриле тоже, ребята, как в акварели. Только, конечно, сильно не разбавляем. 20% воды максимум, да. И получается, что в акриловых красках обязательно нужно со светлой части начинать. Потому что если вы Вы начнете... видите, да, меня? Сейчас вижу. Ух ты, чуть Мгм. бачишь. Ну, Так. и лицо я не умею рисовать. Ну-ка так, как умею, нарисовала. А потом по вашему методу еще попробую. Хорошо, молодец, Начуди. Очень красиво. Это вы закончили, да? Ну, так, Лицо тоже неплохо получилось. Мгм. Кисточку потоньше уберите и можете немножко овал подчеркнуть. Это не Мгм. обязательно нужно. Мгм. Конечно, можно немножко воды добавить и немножко слегка красненького взять и румяна добавить. Мгм. И еще Спасибо. можете рефлексы добавить. Вот, Если бы я... допустим, Мгм. в этой картине очень много рефлексов, да? Вот Мгм. темные у вас теневые. Можете немножко добавить коричневого, зеленый и немножко Мгм. делать тени. Тогда у вас картина будет объемной. Мгм. Хорошо, Вот. спасибо. Мгм. Пожалуйста. Ребята, кто акрилом рисует, начинайте с самого светлого, как в акварели, потому что акриловые краски не темнеют. И за счет этого у вас картина очень темная будет при высыхании. Поэтому светлые, именно освещенные части нужно именно как бы 20% воды делать и светлые оттенки брать, да? Конечно, у акрила, кто работает акрилом, наверное, уже заметили, что когда много воды добавляете, связующая краска, отмываясь, но он уже не садится на бумагу, да? То есть может высыпаться. Вот.
Ну, конечно, минус у акрила то, что краска темнеет, и получить какие-то яркие цвета очень сложно. Поэтому, как вначале сказала, надо со светлых э, цветов начинать, а потом уже затемнять. Поэтому тоже в акварельных красках, ну, в акварельных красках можно сильно расправлять, не боясь, а в акриле, да, минусов много-много. Но именно акриловые краски, они очень хорошо ложатся на ткань, на холсте, и можно мебель рисовать, да, тоже. Плюсов тоже много у акрила. И оттенков очень много в продаже есть, да, именно как золотистые, серебристые, там, сольное золото, медиум цвета, да, такие, очень много оттенков таких, может, ну, я знаю, что в масляных красках тоже они есть, именно такие золотистые тоже делают. Вот. А, конечно, металл можно получить именно акриловыми красками, ой, акварельными красками, и гуашью можно, конечно, металл тоже нарисовать, очень хорошо получается именно акварелью. Вот. Ну, в этой картине мы именно быстрой технику показываем, да, как делать переходы, как то есть более объемный рисунок сделать. Потому что для начинающих художников сложно сделать объемную картину. То есть некоторые начинающие художники наши, они сильно боятся темнеть, сильно светло сделают, из-за этого у них более плоская картина получается. Поэтому, ребята, никогда не бойтесь затемнять. Ну, конечно, акварелью со светлых, в масляных с темных начинаем. Да? При осветлении, конечно, больше плотной краски ложим. Масляные краски мы более писать и рисовать масляными красками очень легко, чем акварелью. Вот. Поэтому масляные краски это самое как бы для всех, даже для начинающих, это очень быстро учатся все маслом рисовать. Самое главное смешивать краски. Конечно, акварелью научиться, по идее, очень легко. Попробовать видеоуроки смотреть, там очень хорошо показывают. Вот. Конечно, следующий урок у нас, скорее всего, у нас с маслом будет, ну и еще будут акварельные уроки. Сейчас я акварель, к сожалению, не нашла, потому что, оказывается, у меня с собой не привезла, оставила только у родителей, по-моему. Вот, поэтому свою гуашь показала. Но если у вас сейчас есть вопрос по акварели, если вы рисуете акварелью, то спрашивайте, потому что и показывайте свою работу, потому что для начинающего акварель трудно. Обязательно, если у вас белка кисть, да, и можете дополнительно купить еще пуни и другие кисти, чтобы убирать лишнюю воду, тоже хорошо впитывает. Не обязательно тряпочка должна быть. Извините, я сейчас чуть-чуть отойду и подойду.
Немножко расскажу про масляные краски. Вот, если вы видите, немножко обесцвечивает свет. Вот такие масляные картины можно нарисовать. Цветы. Ну, конечно, цветы очень сложно рисовать. Масляные картины. Продолжим, да? Так. Я использую те же краски. Немножко туда добавляю белила. Делаю такой телесный цвет, да? Желтый, красный, белила. Немножко добавляю сюда. Сюда мы добавляем. Хочу добавить немножко фиолет. Цвет сделать темный. И сюда добавить. Можно еще фиолетовый сделать. Да? Это я взяла фиолетовый цвет. И добавляю сюда. Заметили, что коса не черного цвета, ребята. Можете, конечно, черный цвет использовать, можете темно-коричневый, либо черно-коричневый. И в косу добавить такие цвета, как малахитовый, голубой, синий. Это у нас будет рефлекс, или зеленый. Тогда у вас получится более объемные косы. И немножко вот с этой стороны добавьте, ребята, немножко оранжевый, желтый цвет. Получается, свет, отсюда у нас свет идет. Вот эта часть у нас теневая справа, да? Соответственно, у нас вот эта часть будет светлее, вот эта часть будет темнее. Вот. Мне работу отправили. Так, сейчас посмотрю. Оксана, спасибо вам, что посетили наш мастер-класс. Ух ты, молодец. Очень красиво, очень интересно нарисовали. Спасибо. Ну, плохо, что картины передо мной нету, поэтому так. Ну, потом на компьютере надо, наверное. Вы, если в чате находитесь, я вам отправлю сегодня картинку. Или можно эту картинку найти в Гугле. Но я все равно отправлю сегодня. Хорошо, спасибо. Вот этот зеленый малахитовый, да, еще у нас где-то здесь будет.
Немножко здесь добавляем. Конечно, у вас картина может отличаться, потому что у вас с собой, перед собой нет картинки, да? Но вы молодцы, потому что камера всегда не отображает, да, ярко. Очень сложно видеть, оказывается. Я неправильно камеру. Если мы не найдем акриловую пасту для следующего урока, у нас следующий урок будет масляными красками. Это очень интересно. Я вам заранее отправлю фотографии, которые будем использовать. А масляными красками на какой бумаге рисуем? Или на холсте там? Да, ребята, насчет этого, либо берете картон грунтованный, обязательно грунтованный должен быть. То есть либо это холст из хлопка, либо с льном, да, либо можно просто грунтованный картон купить. Мгм. И вот Хорошо. эти синтетические кисти очень подходят и для гуаши, и для акрила, и для масла. Вот. Можете еще мастихины купить, чтобы смешивать краски. Ну, конечно, либо мы будем кистями работать, либо мастихином. Потому что если мы будем именно мастихинами работать, то кистью скорее не будем работать. То есть это совсем другая техника. Вот. Поэтому следите за новостями, точная информация будет обязательно. Покупайте обязательно такие краски, как в наборе, да? Для начинающих художников именно масляные краски подойдут такие в наборе, да? Или можете фирму Сонет брать. Это тоже наши питерские краски. Мастер-класс «Невская палитра» — это одна фирма Латвика и Сонет. Но Сонет делает именно для новичков. Там меньше цветов. А в мастер-классе, конечно, это краски дорого стоят, и там очень много цветов, оттенков, да? Мгм.
Этот же зеленый, добавили белила, да? Начинаем здесь более зеленые оттенки стиля. Немножко добавляю желтого белила. Ребята, в следующем уроке, если будет масло, обязательно покупайте белила титановые. Если в наборе нету, обычно в наборе бывают цинковые. Цинковые краски, они более прозрачные. А нам белила титановые нужны, они более плотные. И, конечно, еще нужно льняное масло обязательно. Можете разбавитель использовать, но мне очень сильно пахнет, поэтому я без разбавителей буду вам показывать и учить писать. А что будем рисовать? На следующем уроке мы можем из этой книги можем нарисовать, можем природу или сражающего богатыря собака. Можем, да? Или можем лошадь нарисовать, тоже природу можем. Можем аллайс нарисовать. Пейзаж, да? Тема пейзажа самая легкая считается. Хорошо было бы, да, природу нарисовать. Да, природу можем. И лошадь туда добавить, да? Да, пейзаж, а потом... Мгм. Еще в пятницу будет интервью со мной. Обязательно в пятницу подключайтесь, по-моему, в часах в Zoom и на YouTube будет. И также, ребята, обязательно участвуйте в конкурсе селфи. Именно национальный костюм. Вот. И отправьте, пожалуйста, Аланха добрый почет в Инстаграм. Либо в чате в Zoom будет номер телефона. Там можете отправить. Там классные призы, сертификаты туннелами. И в других конкурсах тоже участвуйте в Инстаграме. Есть будет выставка обязательно. Тоже там любые работы принимаются. Я добавила черный цвет, коричневый, да? Можно, конечно, не такой черный делать, а можно и просто черный взять, да? Давайте еще темнее сделаем. Это у нас будет коса. Сперва я самые темные начала прорисовывать. В виде сердечка делаю. А если гуашь засохла, то она уже не это, да? Можно использовать, ребята. Если у вас гуашь
Засохло, добавляете туда воду и оставляете на сутки. Конечно, консистенция, конечно, сильно не будет, как раньше, да, там, потому что и клеевая основа, наверное, чуть-чуть высохла, но можно воды добавить и закрыть. Вот. И можно использовать. Сюда мы добавляем немножко синий в этот малахитовый, да, и получаем такой синеватый малахитовый, зеленый, белесной, да, и начинаем делать рефлексы. Можно немножко еще побольше синего добавить. И немножко с этой стороны добавить. Так. С этой стороны то же самое. Синий с белилами. Потому что черные волосы, когда отражаются, все равно есть и синий цвет, да, и ближайшие отражения, рефлексы. Это нужно показывать. С этой стороны, как я говорила, больше желтых оттенков добавить. Можно немножко, конечно, краснинку добавить, потому что здесь у нас отсюда идет цвет, начинает краснеть. Ленточку немножко прорисуем. Я возьму коричневый, немножко туда добавлю черный и буду уже уточнять, прорисовывать лицо. Конечно, надо очень тонкую кисть, если у нас формат маленький, А4 формат считается маленьким, поэтому обязательно нужно совсем тоненькую кисть, нулевки. А если у вас белка, то, конечно, у вас острый кончик будет. Поэтому, если вы будете портреты писать, всегда выбирайте большой формат. Потому что если у вас маленький размер холста, то очень сложно рисовать. Но возможно. Носик я прорисую коричневым.
Но свет отсвечивает немножко. Это я допускаю ошибку. Немножко. Так. Много воды попало. Надо поменьше воды. Мгм. Так, немножко сюда. Этот сиреневый тоже. Немножко больше добавить. Сейчас немножко можно. Тут какой-то узорист, да? Точно не вижу. Я чуть-чуть гиева оставлю здесь. Сюда добавлю шелка. Немножко красного. Я хочу сюда немножко вывести. Мгм. Так. Тоже уточнение. Ребята, обязательно свои работы проверяйте. Я взяла вот этот как коричневый и уже немножко буду уточнять. Беру погуще линию.
буду здесь и узоры делать точные. Это не чисто белый, здесь немножко есть синий и другие цвета. Каждый раз я больше красок беру, потому что после касания у меня начинает не краситься. То есть краска заканчивается, поэтому каждый раз добавляю. Тут можно разные узоры сделать на ваше усмотрение. Можете повторить, как на картинке. Вот эти веселки, они пугают демонов, монстров. Вот. Поэтому вот это не издает звук, шум, какую-то вибрацию. Металлические детали. Когда вы делаете подмалевок, вам проще, потом остается время на уточнение. Да? То есть с подмалевком вы быстрее заканчиваете картину. То есть сразу рисованием не занимаетесь, надо обязательно набросать краски, которые видите, а потом уже уточняете. Здесь можно чуть-чуть шесть показать. Я немножко сделала вот эти края четкими. Вы можете не делать. Так. Можно еще добавить какой-то узор.
Точно. Еще можно светлее сделать. Вот такой рисунок получился. Слишком светло, да, не видно. Мы сегодня нарисовали Туяру Муко. Это наша красавица. У нее белоснежная полупрозрачная кожа. И она очень ловкая, красивая, умная. И она одета очень Начугай. Мандак Спасибо. экран декет кайгын. Начугай. Спасибо большое. Вот такая у нас красавица получилась. Очень красиво. Очень красиво. Спасибо большое. Большое спасибо, Алиф. Всем участникам большое спасибо. Обязательно отправляйте ваши работы. Ой, так стыдно отправить. Нет, отправляйте, пожалуйста. Нельзя так говорить, потому что вы не должны бояться, потому что ваши работы... Иди, мен Спасибо. Ты кушаешь на всякий жок. кыгын оңорон барын итте кытыытын оңорботум же. Я не беспокойся. Болдум да? Можете показать ваши работы, пожалуйста? Очень хочу посмотреть. Сейчас покажу. Я еще подключила оголор бунсе. Ух ты, молодцы. Смотрите, судьба состав. Бир олум рыйда испите. Так, сейчас посмотрю, почему-то не видно. Кастер А да? вот вижу. Мгм, видно. Ага. Бу бир огом ургида нихен бу халларын испите. Начуга иди. Уол. Красота. Это которому 24 года. Онна бу бир Молодцы. Уолу. О, А, Начуга ему иди. 27. Ой, молодцы. Онна бу бен. Ой, Бен красота. бене бу. Разные Это оттенки значит, используют. что она Вот рисовала. молодцы. О, Нургчи Вау, Леверди. вообще красота. Это Да? супер, Ага. супер. Өңнөрүн Начуга. буланы биле кистеби деген биле боростой краскалар булаади. Ой, Улен очень нары. круто. Топ болду. Бо, Начуга, ребята, вообще супер. это 27-летний, это Я сын Эрхан нарисовал. Джабелеве. Очень классно, вообще супер. Эти ник работы вообще очень ценят в Европе, у нас тоже. Да, Ну бу Нургчиге. ситердахтарына ытымда маны бу олата Ага, кенери. ага, хорошо. Ждем ваших работ. Онтон буланы бу бэм кемен билин ытым хатска дери. Хорошо, ждем. Спасибо, Молодцы. начугай бихики хэмэнна остоголоромут бары. Вам большое спасибо. И подключайтесь еще в пятницу. Буду показывать свои работы. Буду рассказывать о себе. И в субботу, в следующую субботу, наверное, и надеюсь, что будет у нас масляными красками именно пейзаж. Если будет либо мы стихидом, либо кистями будем рисовать, ребята. Но если мы найдем пасту акриловую, то тоже возможно будет и скульптурная живопись. Там уже объемная картина, но она не такая будет прямо объемная, но на картоне будет очень объемная картина. Классная, яркая будет. Потому что именно акриловая паста смешивается с красками, очень хорошо и получается. Вот, ребята. Вот, насчет Туяра Мако чуть-чуть хотела сказать.
Есть такая книга классная, Ньюкун Ботер «Стремительный». Это очень старая книга. Вот. И здесь очень хорошо написано, да. Конечно, Аллах каждый сам по себе рассказывал по-разному. Вот. И здесь, получается, Паюнский собрал очень много сказаний, да. Получилась вот такая большая огромная книга, и там очень интересно, да, вот и про Ярмако, да. Вот она такая очень хорошая, красивая, умная, да, вот. Ее монстры крадут, вот, и Ньюкун Ботер ее спасает. То есть это будущая жена брата Ньюкун Ботера, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Для каждого художника Туярмако может быть разный. Не обязательно именно изображать ее так, потому что каждый может сам по-другому видеть красивую девушку. Вот. Ну, конечно, она тоже очень сильная была. Вот. Здесь видно даже, да? Вот, можете... И ждем ваших работ, ребята. И тоже конкурс селфи отправляйте. Можете посмотреть, как мы рисовали маски. Там можно превратиться в Ньюкун Ботера стремительного. Также можно монстра Вага там сделать маску, да, и сфотографировать, и отправить на конкурс. И Туярмако, да. Или можно любого животного, потому что животные тоже относятся к Аллаху. Можете и оленя сделать, да, лису, волка, вот. Любых животных, даже лошадь, можете маску сделать, одеть. Вы можете линк-бигер уже готовый, который у вас есть, да, и восстановить и просто сфотографировать, и тоже отправьте, пожалуйста, в Инстаграм, в директ Аллаху добрый печень. То есть, правильно сказала, Аллаху нижняя черточка добрый печень. Также на Ютубе, пожалуйста, посмотрите видеоуроки, там тоже участвуйте, все эти работы будут на выставке, и можете еще также новые работы сделать. Участвует на выставке любой возраст, то есть и дети, и взрослые, и подростки, молодежь обязательно. Вот. И обязательно ставьте лайки, комментируйте, пожалуйста. И следующий урок у нас пейзаж, возможно, говорила, да? Поэтому обязательно подготовьтесь, наборы купите масляные. Вот. И кисти. Можете пару мастихинов купить, либо один мастихин. Даже один мастихин можно нарисовать полностью картину без единой кисти. Вот. Конечно, еще у нас будут уроки, именно графика еще будет. И акварель будет обязательно. Вот. Подписывайтесь в Аллаху добрый печень в Инстаграме. И в Зуме Аида вам, наш куратор, отправила в Зуме номер ее. Можете также в WhatsApp отправить. Вот, и подключиться в нашу группу проект «Вековые традиции», либо для художников есть тоже Аида вас добавит. Вот, можете в WhatsApp группу добавиться. Всем спасибо большое. Даю слово куратору. И всем спасибо, пока-пока. Спасибо. Большое спасибо, Алиф. И благодарим Спасибо. за Ага.